ты думаешь, вообще повестку дня нужно задавать какую-то через информационное как раз поле, пространство? Например, вот было много негатива, опять же, там, после Варламова, причем непонятно, почему вот это было негативно. Вот, приехал человек, высказал свое мнение какое-то, что-то нашел хорошее, что-то не очень хорошее. Ну да, были лужи. Вот, что возмущаться-то? Что он нашел хорошее? Вот. Старые домики, которые, я вот считаю, что у нас нет какого-то старого города, вот, а он мне показал какие-то старые домики. То есть он сказал, что они хорошие? Он не сказал, что они хорошие, мне они понравились. Нет, факт в том, что Варламов-то ничего хорошего не сказал про Уфу. А я вот нашел что-то хорошее в его. Не, ну хорошо, но сам он в его посыле ничего хорошего не было. Ладно, мы про это не будем. Не, я как раз хотел бы спросить, может, на самом деле было мнение, там, вот нужно там, Елалову с Хамитовым сделать свою армию там, позитивных блогеров, чтобы повестка дня формировалась в более каком-то таком плюсовом ключе. Армия позитивных блогеров. Ну, когда-то они пытались, ну, как что-то там где-то при правительстве сформировать каких-то там, не знаю, блогеров на окладе, что вообще уже даже звучит смешно. Ничего у них не получилось. Ну, то есть там какие-то люди туда ушли, а как только они ушли, они там стали какие-то уже политизированные, им, конечно, верить просто перестали. То есть блогер — это, там смысл блогера в том, что это независимый человек с собственным мнением, что он может сказать что угодно, а не то, что ему там, да, сказали, так, иди напиши хорошо про Уфу. Ну, это же все, то есть как только человек понимает, что он работает, там, не знаю, на какую-то власть, и ему перестанут верить. То есть ты думаешь, это бессмысленно? Ну, не получится? Это бессмысленно. Я думаю, что каждый автор, каждый блогер ценен тем, что у него какой-то свой собственный мир, что не то, что какая-то повестка дня, и такие раз, и пошли сегодня там все обсуждают, какая там Уфа саммитом стала, да? Это ценно тем, что каждому блогеру ты заходишь, и у него там что-то свое происходит, там, не знаю, кто-то там пишет рассказы, кто-то там, не знаю, учит готовить, кто-то там рассказывает про путешествия, еще что-то, и ты в зависимости от настроения или там от своего мироощущения идешь и выбираешь конкретного человека, и, ну, может быть, там примерно представляешь, о чем он будет говорить. А если все начнут говорить об одном и том же, там, как газеты, это потеряет, ну, свою уникальность, свою ценность каждого автора. Но суммарно-то это все равно же будет работать. Я не думаю, что одно и то же интересно перечитывать у разных людей. То есть мы также, когда поехали в экспедицию «Волга», мы сразу поняли, что у каждого своя направленность. То есть, предположим, я пишу про архитектуру, да, про какие-то там древние города, и мне интересно в этом разбираться. Но я предпочитаю не общаться с людьми. То есть я такой несколько социопата, там пошла в 4 утра, походила по городу, писала про освещение, да, предположим. Есть там Кобзон, который очень коммуникативен, и он умеет из людей прям вот это вытаскивать какие-то уникальные сведения. То есть он такой раз потерялся, потом пришел с историей там про какого-то уникального сапожника, который там на этом месте всю жизнь проработал. То есть у него люди, да, там Раис, который может написать там про общие ощущения, там, ну, не знаю, там, от пробежки, да, какие-то свои тоже эмоции. И мы поняли, что нам не нужно писать про одно и то же, просто поделили темы. То есть они говорят, так, Оксана, вот это древний город, там, это твое, все, ты про это пишешь, мы это не трогаем. И также я им какие-то вещи, я понимаю, что про, не знаю, про какие-то технические вещи, там, типа там автозал, мегафона, да, что я про это же мне надо вообще с нуля разбираться. Хотя есть там образованный человек, там, физик Раис, да, который, вот он в теме, и он про это замечательно напишет. Зачем мне, ну, как бы, зачем писать всем одно и то же, еще и, ну, там, потом соревноваться, у кого лучше, если гораздо предпочтительнее, чтобы каждый сказал в своей теме то, что ему близко, и написал это хорошо, а остальные там, ну, не знаю, сделали перепост. То есть вот мы тут были, и вот этот человек это описал. То есть мне кажется, вот это такой идеальный формат, чем там все написали, кто как смог. Кто там смог фоточки выложить, кто там вообще непонятно что, кто-то там хорошо разобрался. И вот это такой уже общий информационный мусор, да, когда ты в ленте видишь это 20 раз, и тебе уже просто надоело это читать. Вы уж замучили уже эти блогеры. То есть это вызывает негатив, на мой взгляд. Ты опытный все-таки блогер. Сейчас уже не говорю про полгода ЖЖ, вот, я уже говорю просто как человек, который где-то в электронном виде выражает свои мысли. Можешь какие-то советы дать людям, которые хотят
завести блог, тут технически это несложно, нажать кнопку регистрация, Ну, вот конечно. все. Вот. А чтобы к нему приходили читатели, все-таки найти свою нишу, опять техническая какая-то составляющая, либо по верстке. Вот просто хочется какие-то практические моменты дать людям. Во-первых, если человек заводит какой-то блог, то есть у него автоматически уже есть какая-то потребность. То есть у него была потребность, исходя из нее, он завел блог, то есть потребность как-то выражать свои мысли текстово, да. Поэтому самый первый совет это ставьте абзацы. И чем больше, тем лучше. Там не бойтесь, что у вас там через каждые 2 предложения будет вот этот абзац, потому что вот этот огромный пласт текста, его читать очень тяжело, особенно в формате интернета. Ну, там это же не книга, да, этот человек зашел, быстро прочитал. И даже я, когда начинаю читать какой-то длинный пласт и понимаю, что мне там еще 3 тонны надо осилить, и вроде начал неплохо, но уже немного лень становится. Поэтому лучше как можно мелкими блоками разбивать свои тексты. Плюс есть такой еще принцип, ну вот все, что вы написали, возьмите там какой-нибудь последний абзац или что-то из центра и перенесите его наверх. То есть это тоже такое из журналистики. Почему? Потому что должна быть какая-то такая яркая зацепка. Когда мы только начинаем писать, но мы же сами еще входим в текст. Мы там пишем, там, не знаю, там, давным-давно началась эта история, да. Ну, то есть вот эта вот вся муть, да. А если бы это началось с какого-то яркого диалога, ну, там, из середины рассказа, то человек сразу, он как бы сразу включается, ему интересно читать дальше. Или там раз, и какой-то там интересный факт сразу сверху написан, и потом вы можете уже что-то рассуждать. То есть перечитывайте свои тексты, еще перечитывать свои тексты, ну, тут я уже, да, как радиоведущая, наверное, с каким уже почти с 10-летним стажем могу сказать, нужно читать тексты вслух. То есть вы пишете, и вам кажется, что все нормально. Как только вы начинаете это проговаривать, вы понимаете, сколько у вас там тавтологий, повторяющихся слов, и вот это всего, ну, все вот эти вот, скажем так, стилистические ошибки, они сразу выплывают. Ну и даже и тем же журналистам всегда советуют произносить. Я за собой подмечаю обратную тенденцию, что я начинаю писать, как я говорю вслух. То есть иногда это в текстовом формате не так понятно, пока ты это не произнесешь. То есть, ну, как бы тоже такая немного вредная вещь. Что еще? Следующее — это писать, ну, только когда действительно хочется, от души. То есть если у вас есть какая-то яркая история, вы начинаете с них. И, как говорят, писательскую мышцу нужно тренировать. То есть даже хороший писатель, если он там давно-давно не писал, он там, ну, может быть, что-то там из себя там раз в полгода выдавит. А если он хочет писать регулярно, ему нужно читать других авторов, ну, интересных ему. Он будет вдохновляться, и у него, возможно, там появятся какие-то свои собственные мысли на мир. Поэтому можно что-то писать в стол, да, и как бы это же все равно упорядочивает мысли в голове, когда ты, ну, излагаешь их на бумаге. То есть как бы все думающие люди, они пишут, ну, так или иначе, неважно там в интернет-пространстве или в стол, или куда-то, но они пишут, и, ну, как бы так они лучше понимают, то есть, куда нам им дальше двигаться, да, на логические цепочки все это разбивается гораздо удобнее. Вот, поэтому писать от души, стараться делать это, ну, как-то относительно регулярно, там, не знаю, ну, хотя бы там раз в 2 дня, в идеале, конечно, каждый день, да, но при этом не делать это так, что о чем попало, да, ну, хотя бы о чем-то интересном. Тем, кто только начинает писать, можно делать это, как делает Чукча по пустыне, как меня когда-то учили в самом начале, еще когда я в 15 лет пришла в газету первый раз. То есть, как это происходит? Чукча по пустыне едет там, да, на своих собаках, на своей повозочке, и сочиняет песню на ходу о том, что он видит. Там мох, олени, там проплыла пустыня, ну, понятно, да, и то есть вы описываете все, что вы видите. Ну, причем старайтесь сделать это, ну, может быть, с какими-то там интересными художественными приемами, но пока пишите, ну, то есть по порядку, выстраивайте в своей голове тоже вот эту вот последовательность событий. Потом можно перечитать и выкинуть оттуда лишнее.
Ну, то есть оставить какие-то, то, что вот у вас родилось в процессе интересного, вы можете оставить это в тексте, пока хотя бы так. То есть дальше, конечно, вы там уже будете, есть еще там технология, что вы пишете план там, своей статьи, что вам там нужно осветить, но это как бы это все гораздо тяжелее, это и лень этим заниматься. Поэтому начинайте с того, что вы там Чукча, да, который там поют песню о пустыне, да, предположим, и постепенно что-то, ну, как бы читайте других авторов, подмечайте какие-то интересные словообороты или там как вот они оттуда зашли, да, почему вы начали читать конкретный текст. То есть у нас же очень обширное сейчас интернет-пространство, да, я очень многих блогеров, тех же самых, или там ленту Фейсбука, я просто сразу пролистываю, там скучный заголовок, скучно начал, так, до свидания, следующий. Ну, это нормально, то есть ваша задача зацепить читателя чем-то таким, сразу начав там, с какого-то вброса, да, или с какого-то яркого заголовка. Заголовок это вот тоже такое, ну, иногда даже какая-то желтизна может быть в этом. То есть раз человек зацепился, у вас есть там буквально 2 секунды, так же, как и на радио, чтобы поймать внимание человека. Иногда так раз, и да, я даже сам поражаюсь. Кого-то просто листаешь, вроде путный текст, но там сначала читаешь, но думаешь, ой, очень длинно, ладно, все, проехали. А кому-то заходишь, и вроде что только прочитал первый абзац, и ты понимаешь, что ты уже читаешь подряд его посты. То есть что-то в этом человеке зацепило. Как-то вот он умеет так уж друг за дружки цеплять слова, что ты не успеваешь даже отвлечься от этого. Ну, это как бы уже такой особенный талант. Ну и давайте читать, наверное, людям, которые скажут вам правду. Что у некоторых вообще огромная проблема с написанием, там, с изложением собственных мыслей, но если будете там писать постоянно, у вас будет такая цель, то все равно получится хотя бы связно это делать. Вот, наверное, такие советы. Последний вопрос задам, просто вот личное мнение, просто человека, гражданина. Крым наш? Я совершенно вне политики, я не хочу рассуждать на эту тему, там, ну, по документам он наш. Тут не документальная именно составляющая, а просто вот само по себе, не то что геополитика, а то, что происходит. Вот даже если шире взять, вот какой-то конфликт. Почему-то в этом конфликте очень сильно участвуют простые люди. Опять же, говорим про информационное пространство. Я еще раз повторюсь, я некомпетентна говорить на эту тему. Я не политолог, я как бы не в этом пространстве нахожусь. Я не читаю постоянно информацию про Крым, там еще что-то такое. Я стараюсь как бы быть вне вот этого. То есть, может быть, у меня есть какое-то мнение, но я не хочу его навязывать людям, не хочу его озвучивать, я про это даже не пишу. То есть вне политики, вне Украины, как бы, все это не моя тема. Есть люди, которым это интересно, есть мужчины, есть женщины, да, которые компетентны об этом говорить. А вот эти вот какие-то простые рассуждения обычных людей, да, которые там готовы между собой подраться из-за того, что одному рассказали убедительно про одно, другому рассказали убедительно про другое, мне кажется, что это неправильно. То есть были люди, которые там добавлялись ко мне в друзья, пытались со мной дружить, и потом они такие: ты знаешь, меня отправили на войну в Украину, и вот сейчас я тебе там пишу из горячей точки, я говорю, ага, заняться тебе там больше нечем. То есть, как бы реально вот какие-то такие реально, персонажи существуют? Они существуют, их очень много, и они есть как в качестве вот каких-то вот троллей, да, им за это платят, они есть и в формате ЖЖ, и в Фейсбуке, и еще где-то, то есть поэтому не нужно добавлять всех подряд друзей, если у вас там есть какие-то общие знакомые, да, читайте, что этот человек пишет вообще, о чем он пишет, то есть, возможно, он просто хочет в ваш мозг влить какую-то информацию, и хорошо, что я там как бы, да, вне вот этого, и я сразу понимаю, когда мне пытаются, как бы что-то такое внести, да, тем более сделать эту группу. То есть вот этот человек, который мне писал, он говорил, вот, я там работаю в русской службе новостей, и там каждый день спрашивал, как у меня дела, то есть как бы какая-то была ускоренная схема попытки со мной подружиться и войти в доверие. И потом он типа, вот, смотри, я там прислал тебе фотографии, вот это там расстрелянные трупы лежат там на площади, и я тут типа там пишу там под бомбами, под выстрелами, типа только ты мне самый близкий человек, который могу тебе доверить. И понятно, что некоторые на это ведутся. Я беру фотографию, которую он мне прислал там с расстрелами, вставляю ее в Google поиск к картинкам,
и понимаю, что эта фотка сделана там не сейчас на Украине, а там вообще в каком-то 2004 году в Беслане. То есть, соответственно, человек мне врет. Зачем? Почему он ко мне пришел? Потому что я лидер мнения, у меня там много подписчиков, да, и если бы я там, была чуть глупее, я бы, наверное, сказала, смотрите, что мне там прислал друг с Украины, вот там, и как бы началась какая-то паника. Поэтому совет не доверять каким-то чужим людям, да, не добавлять каких-то, не прочитав стену, то есть, видите, они пишут там про какую-то там политику, что-то такое, то есть, возможно, завтра они там станут с вами дружить и якобы там по секрету сливать какую-то информацию, а вы начнете, по их схеме действовать и ее распространять. Поэтому очень вредно смотреть в наше время телевизионные каналы, там, не знаю, читать какие-то полужелтые издания, или там, даже, может быть, где-то слушать какую-то аналитику по радио. То есть чем больше у вас собственного пространства, чем больше вы живете собственным мозгом, тем меньше вероятность, что вас чем-то заразят, да, то есть там был тот же Кроношпан, да, и все там поверили, что вот это там фотографии с заводов из других городов, хотя это тоже было не так. И то есть никто не пытается же дойти до сути, зачем люди начинают какие-то митинги, зачем у них вот эта вот какая-то политическая война там, да, или еще что-то такое. Никто не пытается понять технологии этого. Люди там просто поверили, да, и пошли распространять, все, паника. Нам показали, как там ужасно, я сейчас с вами со всеми поделюсь. То есть думайте о том, что через вас пытаются манипулировать. Хотелось бы, чтобы люди не поддавались этому, чтобы они анализировали информацию, чтобы они там, не знаю, элементарно залезли в интернет, да, и почитали какие-то другие мнения на этот счет, или во всяком случае не вникали в чужие войны. То есть там вот митинг, да, и вам сказали, там все, сейчас там людей обидят, людей отравят, и вы такие раз и во все это поверили. А кто вам сказал, что это так? Идите, найдите каких-нибудь специалистов. Не можете найти специалистов, не включайтесь в эту войну. То есть не будьте толпой, да, в конце концов. Вот она, информационная безопасность. По сути, да. Чем меньше вы там засоряете свой мозг какими-то фильмами, да, тоже в том числе сериалами, телевидением, еще чем-то, тем больше вероятность, что вы будете жить собственной жизнью, а не навязанной кем-то. Вот так, друзья. В камеру сказал. Спасибо, Оксан. Мы проболтали 7 часов, как будто 20 минут. Спасибо, Оксан, что пришла. Спасибо, что рассказала свои мысли, свое видение. Как мне кажется, много внутрика рассказала. Какие-то советы. Очень интересно, очень познавательно. И, как мне кажется, как-то так живенько у нас общение прошло, хотя поговорили достаточно на серьезные темы. Спасибо вам, что пригласили, что от вас я вообще узнала, что я в каком-то топе нахожусь. Да. И спасибо за хороший вопрос. Спасибо, очень было приятно. Давайте дружить. Приходите к нам, мы будем ходить к вам. Подписывайтесь, друзья, на все странички, все ссылки, разумеется, мы приводим. Все, пока. И, конечно, хочется поблагодарить наших друзей, ресторан «Удовольствие Фарфор». Проспект Октября, 128, дробь 2, в самой географической середине города Уфы. Приходите, здесь вкусно, здесь уютно, здесь красиво и, кстати, абсолютно недорого. Вкусно, здорово и недорого. Что еще нужно? Ресторан «Удовольствие Фарфор».